Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В труднодоступные населенные пункты Якутии, где нет круглогодичного дорожного сообщения, в зимний период автоземниками должны были доставить более 730 тысяч тонн различных грузов, в том числе продовольствия и топлива. Ежегодно на территории республики открываются более 11 тысяч километров автоземников. Часть из них прокладывает и следит за состоянием зимней дороги казенное предприятие «Дороги Арктики». Как отработали автоземники прошедшую зиму, поговорим с гостем студии Сергеем Сивцевым, заместителем генерального директора предприятия Республики Саха «Дороги Арктики». Сергей Афанасьевич, здравствуйте. Добрый день. Ну так какими силами вы укладываете автоземники и какие еще, возможно, помимо этого, задачи решает ваше предприятие? Так, вообще казенное предприятие Республики Саха-Якутия «Дороги Арктики» было создано в 2014 году для обеспечения жизнедеятельности арктических и северных районах нашей республики, а также для поддержки дорожной отрасли, для обеспечения круглогодичного сообщения до населенных пунктов нашей Арктики. Так, и помимо этого у нас на сегодняшний день в штатном расписании 320 человек работает, и все в арктических районах, где есть наши участки, мы обеспечиваем, занимаемся содержанием и ремонтом наших дорог. Во всех арктических районах или в каких-то определенных? Нет, вообще наши дорожные участки находятся в 9 арктических районах нашей республики. Это начиная от таких районов, как в Бабино-Батантайском районе, в селе Батагай-Алыта, потом в Верхоянском районе, поселке Батагай, в Усянском районе, поселке Усть-Куйга, в Момском районе, селе Хону, поселке Белая гора Абийского района, селе Чакурдах Аллаевского района и 3 колымских районов. Это поселок Зырянка, город Среднеколымский и поселок Черский. Помимо этого, один прорабский участок у нас находится в селе Сасыр Момского района. Вообще в республике протяженность автозимников 10 800 километров автозимников, это не считая круглогодичных дорог и не считая объездных. Сегодня наше предприятие «Дороги Арктики» обслуживает 6800 километров, то есть 64% от всего количества автозимников нашей республики. А в целом, наверное, из года в год протяженность дорог обслуживаемых увеличивается, наверное? Да, каждый год в каждом в арктическом районе, который я перечислил, есть свои муниципальные дороги. Каждая муниципальная администрация все равно хочет передать свои муниципальные дороги на обслуживание именно нашему предприятию, на баланс республики, на баланс, чтобы дороги были региональные, чтобы специализированное предприятие, как наша «Дороги Арктики», занималось этими делами. Но сегодня, в 2024 году, с 1 января была передана автомобильная дорога круглогодичного действия. Это Зеленый мыс, поселок Черский, протяженностью 5 километров. В прошлом году, в 2023, были переданы такие автомобильные дороги в Среднеколымском районе. Это с города Среднеколым до села Березовка, 185 километров. И подъездные дороги с автомобильной дороги «Арктика» в Верхнеколымском районе. Это село Нелемное, 46 километров, а также 22 километров подъездная дорога села Утая и 5 километров в селе Угункёль, Орлах. Но цифры все равно внушительные. Да, помимо этого, в 2021 году была за последние года рекордная передача автомобильных дорог. Это практически около 1300 километров. Это все муниципальные дороги Аллайховского района. Это до села Русское Устье, до села Началах, Чкалов. Помимо этого были переданы тоже подъездные дороги в Среднеколымском районе до села Оюсардах, 167 километров, до села Хатынгнах. А также автомобильная дорога Мома в Момском районе. Это с районного центра села Хону до села Сасыр. Сегодня эта автомобильная дорога Мома практически является объездной дорогой Индигир, которая начинается с Уснеры до села Хону, потому что она проходит через нашу реку Индигир, и обычно очень много наледных явлений бывает за период автозимника. А в целом, как в этом году автозимник прошел? Вообще во всех арктических районах есть свои, так скажем,
нюансы, да, потому что наши автозимники в основном проходят это по реке Яна, Индигирь, Колыма. Если в этом году на Яне наледи, то в Индигире нету. Если в Индигире наледи, то в Колыме нету, да. Вот поэтому каждый год не знаешь, где будут сложности, да. Но если взять только вот 23-24 сезон, то у нас осень была очень теплая, да, с октября, ноября. В ноябре были теплые месяца, вот поэтому пробивка автозимников началась чуть позже, но благодаря слаженной работе наших дорожных участков все автозимники были открыты в срок. Каждый год до начала автозимников у нас выходит приказ предприятия, приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства нашей республики, да, и со сроками открытия, и со сроками закрытия. И мы во все сроки уложились. Помимо этого, хочется отметить, что в этом сезоне была вообще аномальные аномальные ветра были, да, в виде пурги. В некоторых районах достигали до 33 метров в секунду. Конечно же, это повлияло на нашу работу, но, опять же, хорошей слаженной работе участков, наших работников, да, все вот эти последствия были быстро устранены, и так заторов натяжных на дорогах не было. Ну и плюс, наверное, команда профессионалов, которые вот при малейших изменениях уже понимают, какой план действий разрабатывать, потому что работают не первый год. Да, вот поэтому у нас получается во всех районах, ну, техникой и рабочими штатами, ну, все обеспечено. Ну, конечно же, есть сложности, но помимо этого нашим предприятиям каждый год на переквалификацию, а также на обучение специалистов, тех же машинистов дорожно-строительных машин, да, этих тракторов, тех же дорожных мастеров, механиков мы обучаем. Вообще за 10 лет наше предприятие с Арктического района обучило 267 человек. Только в этом году мы обучили 13 водителей, и плюс к этому 4 наших специалиста, дорожных мастеров прошли курсы повышения квалификации. Ну вот каждый год по обеспеченности именно кадрами мы занимаемся. Есть такие районы, конечно, где не хватает кадров, да, в Арктике вообще в целом. Вот поэтому мы стараемся там на местах организовывать все условия. Например, вот поселку Усть-Куйга, благодаря администрации поселка Усть-Куйга нам были переданы квартиры, и мы у них там все ремонт сделали, и сейчас наши работники там живут и работают, потому что, чтобы у них голова не болела, чтобы у них все было готово. Ну, давайте тогда поговорим о достижениях за последние несколько лет. Что бы вы отметили в первую очередь? Конечно же, 5 лет тому назад казенное предприятие «Дороги Арктики» обслуживало 5700 километров дорог. Сегодня мы обслуживаем 8300 километров дорог. Это с объездными дорогами, это с круглогодичными дорогами. Да. За последние 5 лет открылись 3 участка. Это у нас в Бабино-Батантайском районе, я уже отмечал, да, в Среднеколымском городе, Среднеколымске, и поселке Чирский. Туда же доставлена вся необходимая техника, набраны работники. Помимо этого, за последние 5 лет нашим предприятиям везде практически в наших районах для раннего открытия приобретены легковесные техники. Это у нас вездеходы «Трекол», МТЗ, на базе БТЗ, да, вот такие техника до участков доставлена. Нужно вот это отметить. И еще с 2021 года по поручению правительства нашей республики нам было поручено заниматься техосмотром транспортных средств в северных и арктических районах нашей республики. Да. Сегодня мы на 4 машинах КАМАЗ мы работаем над передвижными пунктами техосмотра. И вот по 4 направлениям: Колымская, Индигирская, Янская, и в сторону Анабара, Оленька тоже работаем. Да? И в этом сезоне мы провели техосмотр и дали диагностические карты
порядка 700 единиц техники. Помимо этого, можно в этом году тоже добавить к достижениям то, что мы добавили пункты обогрева, где большие расстояния, поставили пункт обогрева на границе Зверхаянского и Обяно-Батантайского района, поставили пункт обогрева на автомобильной дороге Яна, это с поселка Тополиного Тампонского района в сторону Батагая, где протяженность практически 600 километров, да, и там поставили 3 пункта обогрева, и 1 пункт обогрева поставили на автомобильной дороге Арктика, это с поселка Андрюшкино до села Колымского тоже посередине поставили. Пункт обогрева из себя представляет 20-тонный контейнер, утепленный, внутри стоит печка, там столы, стулья, 4 места кровати. И если у вас неполадки с техникой, то можно туда подъехать, подключиться к аккумулятору, тогда у вас будет электроосвещение, можно подзарядить электрооборудование, там телефон там, и так далее, и печку затопил, и ждать помощи или ремонтироваться там на месте. Это же очень удобно. Да. А как вы думаете, могут ли какие-то отдельные автозимники в Якутии стать круглогодичными, вот, учитывая, что с каждым годом происходит какое-то совершенствование? Да, вообще в 2020 году было подписано правительством нашей республики соглашение с ООО «Полиметалл», да, до участка прогноз обустройства зимника продленного действия. Да. Сегодня «Полиметалл» со своей стороны устройство зимника продленного действия сделала. Сейчас с нашей стороны, со стороны правительства, стоит задача, которую нам поручили. Это с Верхоянского района до участка прогноз обустроить автозимник продленного действия. На сегодняшний день нашим предприятием ведутся работы по оформлению земельного участка, вот где будет у нас проходить автозимник. Да. В прошлом году мы сделали трассировку данного участка. В прошлом году до Нового года проектанты уже там были, проект делают, и на месте доставлена техника, и уже со следующего года мы уже начинаем работу именно по обустройству автозимника продленного действия. Тогда, то есть в Янской группе районов будет автозимник продленного действия, ну, так скажем, с большой землей. Ну, здорово. Большое спасибо вам, Сергей Афанасьевич, что поделились полезной информацией и в целом нашли для нас время. Будем рады видеть вас в нашей студии еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.